Кожаные перчатки из 15 стран, прошу прощения. Из года в год растет авторитет и вес этого международного турнира. И как раз таки в преддверии летних азиатских игр в Джакарте сюда приехали немало мастеров кожаной перчатки. Многие из них первые номера в своих национальных сборных. У мужчин в 10 весовых категориях, у женщин в 4 весовых категориях. Отмечу, это до 51, до 57, до 60 и до 75 килограммов. У представительниц прекрасного пола будут определяться лучшие из лучших. Ну а что касается мужских противостояний на ринге спортивного комплекса «Даулет», отмечу, что ежедневно до 10 числа пройдут соревнования. Телеканал Каспорт в прямом эфире освещает все самые интересные, практически все события на этом ринге. В нашей команде представлены сильнейшие на сегодняшний день боксеры. Это и Василий Левит, серебряный призер Олимпиады, и Кайрат Ералиев, действующий чемпион мира. Это и Дарига Шакимова, бронзовый медалист Олимпиады, двукратная чемпионка мира Назым Казайбай. Очень-очень много спортсменов. И достаточно отметить, что команда Узбекистана, например, привезла сюда 2 олимпийских чемпионов. Это Хасанбоя Дусматова и Шахабиддина Заирова. Таиланд представляет двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Азии Буттичай Масук, чемпион континента 2015 года Чачай Бутуди. Ну и другие, уважаемые друзья. Сейчас же нашему вниманию очередной бой в весе до 75 килограммов. И здесь еще один наш земляк, Турсынбай Кулахмет, против Вадима Панкова из Белоруссии. Турсынбай, он 3-й номер национальной сборной Казахстана. Ну а действующим чемпионом в этой весовой категории, как вы знаете, является Абай Толеш из Южно-Казахстанской области. В финале он тогда победил Ерика Альжанова из Мангистауской области. Неспешно идут события в первом раунде. Работать, не давать держать. Работать, коротко, работать ногами. Ищи. Ну, белорусских боксеров, очень известных на любительском ринге, мы знаем не так много. Хотя в свое время были у них и очень значимые события. И на Олимпийских играх, и в советские времена, и на чемпионатах мира. Но сейчас пока еще неизвестно, что может показать нам гости из Беларуси. Если немного углубиться в историю, то вы знаете, что на Олимпиаде 1988 года в Сеуле сборная Советского Союза, как и 8 лет ранее, завоевала лишь 1 золотую награду. Тогда героем игр стал Вячеслав Яновский, боксер из Витебска, из Белорусской ССР. И недавно виделся я с ним в Москве, с этим
уже очень известным специалистом в профессиональном боксе. Развивает он профессиональный бокс в России, живет в Москве. И так вот, Яновский на вопрос, почему сегодня белорусские боксеры не так известны, не так значимы на любительском ринге, ответил, что все дело в кадрах, а именно в тренерах. Нету уже той великолепной тренерской школы, которая могла бы направить и воспитать своих чемпионов. Ну, это, наверное, самый верный, самый правдивый ответ от такого известного белорусского боксера, олимпийского чемпиона. Не зря мы побывали в столице Российской Федерации. Они, имею в виду, они это как боксеры из России и других стран. Очень много слов комплимента высказали в адрес Виктора Демьяненко, нашего серебряного призера Олимпийских игр в Москве. О нем мы сейчас, творческая группа телеканала «Каспорт», делает документальный фильм. И видим мы его на 5-летие телеканала «Каспорт». Это уже совсем скоро. 1 июля наш телеканал отмечает свое 5-летие, первую круглую дату, уважаемые друзья. Второй раунд оживил события на ринге. Где-то даже в схожей манере боксируют эти спортсмены. Турсунбай Кулахмет, он достаточно молодой спортсмен. Занимается он боксом 12 лет, ему 24 года. Ну, немножко ошибся я, называя его молодым спортсменом. Все-таки в 24 года приходит и опыт, и зрелость, и понимание выбранной своей профессии. Провел он на любительском ринге 230 боев. И его самой значимой медалью, самым значимым событием является золотая награда исламских игр в Баку 2017 года. Ну а что касается его соперника из Беларуси, то Вадим Панков занимается боксом 8 лет, они ровесники, тоже 24 года. Исполнится белорусскому мастеру кожаной перчатки. Он действующий чемпион своей республики. Небольшая техническая остановка. Вы видите, что капа вылетела из нашего боксера. Ну и завершается очередной раунд в этом противостоянии. Улеглись страсти здесь после противостояния Абельхана Аманкула, первого номера сборной Казахстана, безусловного фаворита на этих соревнованиях. Помимо Турсунбая Кулахмета, сегодня мы еще увидим выступление Ерика Альжанова, финалиста чемпионата Республики Казахстан. Ну а далее еще 3 поединка без участия казахстанских мастеров кожаной перчатки. Но это не означает, что бокс на Кубке Президента станет скучным. Как я уже говорил, немало стран привезли с собой первых номеров. Кулахмет на исламских играх сумел преподнести сенсацию не только для болельщиков, для тренерского штаба, потому что 23-летний боксер на тот момент встречался
с Камраном Шахсуварлы из Азербайджана. И тогда выиграл он его единогласным решением судей 5-0. Ну а Камран, язык не поворачивается называть его азербайджанским боксером. Он все-таки наш парень. Родился и вырос он в Актубе. До 2013 года представлял Казахстан. Но, вы знаете, конкуренция в этом весе очень и очень жесткая. Поэтому решил он выступать за свою историческую родину, за Азербайджан. Никто его за это, конечно же, не осуждал. Это его выбор. Но именно в сборной Азербайджана он в прямом смысле расцвел. Стал он бронзовым призером Олимпиады. Победил тогда он, кстати, в четвертьфинале Жанибека Алимханула. Вот такие вот перипетии судьбы на боксерском ринге. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Ну, Турсунбай Кулахмет в любом случае взял реванш у обидчика Жанибека Алимханула на исламских играх. Причем сделал это на новой родине Камрана Шахсуварлы в Баку. Эта победа, естественно, придала очень много веса в национальной сборной Турсунбаю. И сейчас у него есть хороший шанс вместе с Эриком Альжановым, вместе с Алибеком Аманкулом, прошу прощения, Алимханом Аманкулом. Есть хороший шанс показать хороший результат. Да, было бы, конечно, замечательно, если все наши три парня прошли бы в решающие стадии, все трое завоевали бы медали. Но не забываем мы, конечно же, еще и о еще одном боксере в этой весовой категории. Я имею в виду Абая Тулеша, чемпиона Казахстана в этой весовой категории, который также боксирует. Да, совсем забыл я у него, прошу прощения, у самого Абая, у всех любителей, поклонников этого боксера из Южно-Казахстанской области. Было бы хорошо, конечно, если все четверо наших мастеров кожаной перчатки прошли в решающие стадии и сумели бы завоевать медали. На традиционные вопросы у наших боксеров, у наших тренеров о медальном зачете на этом Кубке Президента все, конечно же, говорили, что самая главная цель взять как можно больше медалей, точнее оставить как можно больше медалей в своей родной стране. Но ринг в любом случае рассудит. Сейчас Кубок Президента — это генеральная репетиция, так назовем ее, перед летними азиатскими играми в Джакарте. Да, поздравим победителя исламских игр Турсунбая Кулахмета с этой победой над белорусским боксером Вадимом Панковым. И таким образом второй наш спортсмен в этом весе выходит в следующую стадию квалификации. Мы ждем Абая Тулеша, он будет сражаться с Исраилом Мадримовым. И наши ребята все-таки очень большие молодцы, поддерживают они реноме этой весовой категории. Когда мы говорим о весе до 75 килограммов, в первую очередь приходит на память Геннадий Головкин. На любительском ринге он завоевал